Басқа ұрпақ, басқа дәстүр. Бүткіл ауылы біледі. 10 миллион. Құрметті достар, бәріне ассаламу-алейкум, всем доброй ночи. Это традиционный дәстүр подкаст, который выходит ночью, специально для того, чтобы вы нормально не смогли выспаться. Сегодня у нас в гостях очень крутые гости. По его же рассказам, он в первый раз находится на подкасте. Наш братан Рус Омар. Аплодисменты, фокус-группа, да. Также еще один наш братанчик, я скажу небольшой инсайт, это первый человек, у которого я проходил свои курсы сценаристов, человек, который когда-то в меня поверил и позвал в Алмату, человек, который кормит пол Казахстана вкуснейшим пловом, самым лучшим пловом в Казахстане, Макс Мамраимов. Рахмет. Макс Мамраимов, да. Қош келдік. Қалайсыңдар? Жақсыңдар ма? Не жаңалық, не болып жатыр? Кто старше? Я 85-го, ты брат какого? 86-го. Братишка, что говоришь? Сразу год разница. Рус, братан, что нового? Как же туха? Как все там? Да ничего, так же все, работаем, пишем, снимаем, готовим новые проекты. Страшные тоже есть проекты. Страшный в плане жанр? Жанр, да. Хоррор? Нет, я имею в виду страшная проблема Мефедрона. Сериал называется «Мяу», скоро выходит уже 4-го. Ну, то есть, на самом деле, большая проблема. Сериал это? Да, это сериал. Круто. Для НТК? НТК, это, прежде всего, для Ютуба. Да, заказчик НТК. До этого были мошенники, тоже страшная проблема. Вот. Две такие серьезные... Социальные проблемы. Ты в этом сериале играешь меф? Да. На этот раз я решил сыграть меф. Уже скучно стало. Можно я мефа поиграю? Образно. Рус Омаров настолько гениальный актер, что похудел, чтобы сыграть меф. Нет, в «Мяу», кстати, я впервые был режиссером. Да. Это то, что вот летом ты снимал, я приходил на площадку съемочную, помнишь? Да. Это этот сериал. Ну круто, да. Да, это круто. Я попробовал, понял, что это прикольно и сложно. Что это оптимизирует бюджет, в первую очередь. Ну, да, у меня был там просто каст, чтобы вы понимали, у меня снимался Асан Мажид, Жандос Айбасов, Роберт. И тупо на режиссера денег не хватило, я решил сам, да. Берик Айчанов, Азиз Бишиналиев, Дулуга. Шикарно. То есть, на меф денег не хватило вообще, да? Все деньги туда ушли. Да, со скидкой, конечно, как всегда. Это твой режиссерский дебют? Они меня поддержали все. Да, это режиссерский дебют? Да. Круто. Мы поздравляем тебя, братан. Желаем бүкіл халықтың көңілінен шықсын деп тілейміз. Я тоже очень надеюсь. На самом деле, да, друзья, запомните, наркотики — это зло. То, что мы сейчас шутим, угораем над этим, на самом деле очень большая социальная проблема. Не только в городе Алматы, но и по всему Казахстану. Поэтому очень круто, что, Рус, братан, вы поднимаете такие большие темы. Респект за это. Стараемся. Я сейчас как каннабис. Much love, Рус. Ладно, Макс, у тебя что нового? Мы готовим, так же, как и Рус, но плов, Да, вот как бы у меня такой период был небольшой, уходил в бизнес, уходил в плов, и как бы 2 года ушло, и сейчас как бы хотим уже, есть в планах уже возвращаться на экраны, ведем тоже переговоры, пишем новые там фильмы, сериалы, все в разработке, я думаю, что вот в следующем году мы это все снимем. Как бы, я понял, что за эти 2 года, что, без творчества вообще, как бы, очень тяжело жить.
И скучно, да? Да, скучно как-то, вот не хватает вот этой энергии. Вот даже мы только что с тобой там сидели, общались, что-то такое разогнали, вот этот ролик сняли, и уже там, знаешь, не хватает вот этого общения, разгонов, что-то, ну вот такого КВНовского нашего не хватает. И поэтому как бы сейчас там как бы я не ухожу из бизнеса, я там остался, но есть у меня, я сформировал новую команду свою, с которой мы сейчас занимаемся ребрендингом полностью. Макс Плова будет в новом формате со следующего года. Теперь не Макс Плов будет? Будет теперь Макс Фуд будет. Макс Фуд мы делаем... Чебуреки, пирожки, самса. Чебуреки, стейки, там, креветки. Чебуреки, креветки, там, да, все будет. От чебуреков до креветок. Чебуреки с креветками. Расширяем, да, кухню, как бы, и чуть формат мы меняем, соответственно, название, и как бы вот над этим работаем. Отдельная команда, там все, и я хочу теперь следующие несколько лет посвятить себя творчеству, ну, как бы, и будут, короче, и в бизнесе буду, и, ну, большое время хочу посвящать именно творчеству. Ну да, ну стоит признать, да, что, наверное, у меня каждый третий знакомый любит Макс Плов. Честно, это было очень круто. Это очень крутой плов. Просто Спасибо. песня. Да? Понимаешь? Хамас Нтешля сразу. Да, Хамас Нтешля. Это пить можно или Да, конечно, пить? конечно, пей, братан. Кішкенде бит көрсетіп шығу керек та, бит. Осторожно. Дастур, да? Да. Всё. Рус, братан, ну такой резонный вопрос. Почему ты не ходишь на подкасты? Я просто не люблю ходить на подкасты. Ох, Просто ты я не люблю сидеть, что-то там обсуждать, умничать, говорить, какой ты молодец, или там какой тот человек плохой, оған уақыт жоқ-то жұмыс істеу керек, да, проектов много, сериал, лучше сол уақытты я лучше пойду, не знаю, монтажом займусь или еще чем-нибудь полезным. Просто ты сказал, что сегодня будет просто общение, просто разговор, рассказать страшные истории. Я думаю, так можно. Просто ни о чем разговаривать, болтать, то есть шутить. Вот. Потом Макса давно не видел, ради него приехал. От души, я взаимно, брат, взаимно. У нас вообще есть своя группа, там состоит Рус, Мара Оралгазин, Кот и я. И как бы у нас традиция была раньше, вот когда Чукотка была, мы просто выбирали раз в месяц, собирались в Чукотке и тупо обсуждали, что вообще происходит там в мире там сериалов, телевидения, кино. И у нас такая, типа, закрытый клуб свой был. Прикольно. Да. И в 6 утра расходились. Да. Ну да. Без всяких там... Давно, кстати, да, мы это Да. всё возобновить, да. Все правильно. Все... Өзіміздің гәп та, бізде Шымкентте гәп дейтін бар, черный касса. Каждый ай жиналады да, скидывается, и біреу қонаққа шақырады, сөйтіп. Просто Чукотка жабылып кетті. Иә. болды. Чукотка Чукотка жабылғалы, иә, уже ол да бір аңыз ғой. Аңыз жер ғой негізі. Бұл да бір тарих. Ол да бір тарих, они. Иә. Онда мынандай сұрақ келеді сразу басыма. Если вы обсуждали в этой группе, что происходит в кино и сериалах, ну вы как ребята эксперты, я могу сказать, что сейчас происходит у нас в Казахстане, довольны ли вы тем, что выходит вообще, и на каком уровне сейчас казахстанское кино в целом? Ну, кино и сериал. Я думаю, сейчас... Меня вообще радует, что очень много талантливых пацанов, не знаю, ребят, девчонок, всех, что делают крутые фильмы. Самое главное, они делают не на госденьги, то есть на свои деньги. Те же сериалы вот последние, то есть, ну, очень много всего делать, даже не успеваешь смотреть. Да, индустрия развивается. Конечно. И, да, и фильмы, да, пошли. Раньше, допустим, не было такого доверия к казахстанскому кино, и вот, может, как у нас вообще темы работают? Кто-то открывает, там, допустим, донерку, и там через полгода покупает себе камерюху, и такие другие смотрят, значит, тема рабочая, типа, джарчилда камерюха готировал тип. Сол сияқты первые были вот эти вот, грубо говоря, те, кто первые собрал кассу, вот Нуртас, Нурлан, они очень хорошо же собрали, доказали, что казахстанское кино можно смотреть, и оно приносит деньги. И я думаю, что это был таким, типа, первым толчком, бустом для всех остальных. И вот последние там 2-3 года просто бум. Мы недавно с супругой тоже сходили в кино, и вот фильм смотрели, как его? Наполеон? Нет.
Не, «Голодные игры». И она такая заходит, говорит, смотри, говорит, тут типа 80% казахстанских фильмов. Да, типа, да. Кто-то относится к этому критично, особенно когда выходят комедии. Мен айтам, да, ну, как бы по мне это круто, потому что, ну, пусть это будут комедии, да, возможно, через какое-то время, через лет 10, там, 15, может быть, еще раньше, мы будем лучшие в комедии в мире, да, и почему нет, почему, и как бы, и на этом всем новое поколение киношников воспитывается, авторы, режиссеры, там, актеры, очень много талантов у нас, самородков причем, да, вот те, кто сейчас пишут фильмы кассовые, ну, это все вот наши ребята, которые с нами вместе начинали писать QL. Конечно. Да, и не только, да, и то же самое касается там актеров, операторов, режиссеров. Да. Очень много талантов. И это Очень много есть возможность в первую очередь проявить, да, и как бы себя. Еще много режиссеров уехали сейчас в Москву работать. Да. Кто-то там в Аскарик, Германии. вот, кстати, Да, Аскарик, блин, он вот же снял недавно же тещу с Харламовым из Гузеевой. Да, мне Вот кажется, буквально. это круто. Это Да. очень... Не, у нас все развивается, это и в музыке, например, вот. Сейчас, например, даже вот, ну, вы же делаете, да, например, концерты, там много ребят. Раньше, кроме Москвы, у нас никто не делал концерт. То есть таких больших стадионов собирались. Сейчас наши ребята делают, деньги у нас, зарабатывают наш. Это все кайфово. И Да, вот- также в фильмах, сериалах нету... Раньше проблема в чем была? Снимал только Казахфильм. Все. Ты ждешь госденьги. У тебя есть отношения с кем-нибудь, с людьми наверху, у тебя есть фильм. Сейчас никто не ждет госденьги. Сейчас, наоборот, все отталкиваются от госденег. Потому что там на самом деле очень много проблем. Даже те же документы сдать, да, тендер выиграть и так далее. Сейчас все на свои деньги. Почему? Комедии снимают? Потому что это намного дешевле. Потому что нет у людей бюджета. То есть, если ты снимешь за 300 миллионов тенге, ты их не отобьешь. А если ты снимешь хотя бы за 70, за 100 миллионов тенге, ты можешь их отбить. В этом проблема. Ну и плюс рекламодатель. Нас всего лишь там 20 миллионов человек. Когда там в России 140, да, или там сколько, 130 И то миллионов. из этих 20 миллионов не все могут фильмы посмотреть, потому что не во всех городах есть там... Да, есть кинотеатры, но не такое большое количество, как в Алмате и в Астане. И я вот в продолжении, то есть у нас появилось качество отечественного продукта. То есть если мы говорим там про фильмы, про музыку, про, ну, то есть и про бизнес, и очень крутые там бизнесмены молодые, да, сейчас уже проявляют себя. Ну круто. И сам Да. даже Каспий, да, вот это приложение, оно же капец. Реклама оно же- Гойл, курс. но я к тому, что есть чем гордиться сейчас, и это только начало. Вы, Да. вот прикинь, что будет, когда мы будем уже сидеть с внуками, да, какой Казахстан будет. Конечно, хотелось бы, чтобы это развивалось, и были очень крутые результаты, но, опять же, видишь, все от нас самих зависит. Мы привыкли, брюдем, комик ктуге, вот это Да, вот. но заметь, самое главное, государство никакой помощи не делает для нас всех. На это надо конкретно говорить. прикинь, Особенно если в б кино. делали бы. Да, если прикинь делать, да, 100% ты зарабатываешь денег, 50% у тебя забирает кинопрокат. В Это смысле, большая проблема. Да, потом у тебя 12% забирает НДС, потом 7% любая там компания, которая с тобой занималась, дистрибьюторская, да, и вот остальное все твое. Сколько там Нет, на осталось? этом нет. Причем, 27%, бро, да? здесь можно зарабатывать, если бы вот эти вот кинотеатры работали прозрачно, потому что... Это другая, это еще одна проблема, то, что кинотеатр еще не прозрачно работает. Вот. А есть если сделать этот... я слышал недавно от кого-то, что какую-то сеть кинотеатров дистрибьюторскую обязали использовать какое-то приложение, которое... Она тоже Как? не работает пока. Не работает? Она не работает пока. Она не как там за границей, да, там все понятно, ты оплатил, ты сразу онлайн видишь, сколько ты заработал на этот момент, да, это вот то есть ты в субботу пришли люди в кино, ты онлайн уже видишь, Да. что, как у тебя с кассой, у нас такого нет прозрачности. Они обманывают не только нас, тех людей, которые кино снимают, и они обманывают налоговый комитет, да. Хотя бы ради этого постарайтесь, они Сен вас сол жайлы обманывают. кино түсірші. Это получается... Сериал түсірші. Нет, это получается, система у нас не Обманщики рабочая, да? деген. Да, она не Обманщики. работает, и это обсуждали, говорили, писали. Это толку нет, это не знаю, я кому жаловаться. Я думаю, Это- что надо просто добить эту тему. Не, надо просто говорить, говорить, да. площадьқа шығып,
Не, площадька шипай хоих, петиция Чуть нормально. осталось. Не, ну, скорее- Хангтар близко. Да, я соглашусь с вами в плане того, что Рухани Жаңғыру в плане чисто вот сами, короче, это сделали. Потому что, вот, допустим, мы когда выступали в Костанае, в том же самом, Макс, Макс был ты вот с нами, мен байқағаным, короче, полный лайнап, который был, бүкіл Қазақстан жұлдыздары да, бәрі. И прикинь, стадион, сколько там? 16 тысяч. 16 тысяч просто пришли на наших артистов посмотреть. И Это же круто. я говорю, Конечно. вот, типа, мы сидели там, Шиза, Шиза был, Райм был, Мирас Джигунусов. Я сижу, я говорю, пацаны, вы понимаете, что происходит? Это в Костанае, по сути, да? Костанае, это, ну, северный регион. Собрать 16 тысяч на стадионе, это года 2-3 назад нужно было звать звезду из Запада, как минимум из Москвы какую-нибудь, Диму Билана там или кого-то, да? Но сейчас лайнап чисто қазақша, Да. и еще 80% қазақша өлең айтады, да? Yeah. И все еще подпевают, и это очень крутой концерт, и я думаю, что лед действительно тронулся, господа. Конечно, конечно, Да. конечно. Но- Да, щас- Господа коллеги мои. Ребята, Так, это вырежем на другой подкаст. Сейчас давай другой подкаст. да. Это Мы другой можем подкаст. очень долго обсуждать наши Обиды. обиды и Проблемы. Мы все равно придем к тому, что Казахстан самая великая страна в мире, Я что верю в мы, это, да, да. Аллах, Я Казахстан, верю. вот это же можем повторить, вот это все пойдет сейчас. Но наш подкаст про Страшная история. потусторонний мир. Я думал, страшную историю типа про коррупцию, нет? Ну, ты же не Это ходишь тоже на страшная история. Рус, братан, ты же сказал, Ты почему ты сперва. не ходишь на подкасты и интервью, Да, братан, я шучу, поэтому, да. Кстати, ну давайте переведем так. Так как мы знаем, что сейчас очень много комедий выходит в кино, в сериалах, мы решили с Хуанышем пойти по другой стопе Да. и снять свой первый фильм с элементами хоррора. Мгм. У меня вопрос теперь к вам. Почему на эту тропу не ступают казахстанские киноделы? Ну, я думаю, что хоррор — это такой же сложный жанр, как комедия. Ну, то есть рассмешить человека — это одно, а типа его жанрды корхту — это тоже это искусство, то есть не каждый может. И жанрды, вот вы начали, хорроры были у нас вообще? Не, Все провальные фильмы — это были. хорроры казахстанские. Авторские фильмы. Да. Когда не заходит фильм, говорит, Да, авторское да, кино. хоррор. И ол хоррор, Сен түсінбейсің, авторское кино. Не, брат, просто там... Начало не- положено, по сути, да, там было же, уже? брат, неинтересно. Не, ол авторское кино, сен түсінбейсің, Сен сен барып ана комедия Там же метафоры, брат. ты. Бұл чисто фестивальдарға арналған, бұл енді Иә, оққан білген А адам. мы там- Мені Кореяда түсінеді, сендер түсінбейсіңдер қазақтар. Венецияға жіберейін деп жатырмық сол. Не, мне кажется, прежде всего, то, что вы сняли, мне кажется, сложно туда зрителей собрать. Когда ты, то есть в пятницу, да, там, ты вышел с работы, уставший такой. И тебе жена говорит, кет кино, кет, что за фильм? Дестер. Про что это? Хоррор, ужасы. И комедию говоришь. Понимаешь? Это вот сложно. Поэтому надо там прям какую-то там, я не знаю, историю такую классную сделать, чтобы там, блин, мистика есть, там вот то, что у нас происходит, да. Ну, Ты такой смотри, пошел и братан, я посмотрел. приведу В этом пример. плане. Вот Оян Казах, да, это просто какой-то феномен, да. Вообще это сериал, который уже год на Ютубе есть. Просто люди взяли, сделали из этого, смонтировали полный метр, прокатка беріп. Ночью, в час ночи не было свободных мест. И я к чему это говорю, что это же тоже, ну, то есть это дело в продукте же. Если у тебя крутой продукт, крутой фильм, хоррор залетел, если человек выходит и говорит, вот крутой фильм, советует друзьям, один раз он услышал от кого-то, второй раз услышал, и все, и он типа на третий, четвертый раз пойдет. Жанрдайда опять здесь работает сарафан, сол сияқты. Если, я думаю, что типа все фишки жанра выдержаны, если продукт крутой будет, я надеюсь, что он залетит, то это будет крутым началом, люди пойдут на него. Жанрдайда, вот даже любой фильм, как он собирает зрителей. То есть у тебя, когда ты хочешь на фильм, ты либо слышишь от кого-то, что сходи на этот фильм, ты делаешь выбор там. А екінші, допустим, ты хочешь в кино, но не знаешь, что посмотреть. И жаңағыдай келіп қарайсың да. Тут еще маркетинг есть. Да, видишь. да, Да. да. Был же маркетинг. Потому что телеканал Казахстан снял это, в YouTube залил и все. Маркетинг ноль. У нас вообще на телевидении не занимаются маркетингом. Почему?
Потому что это деньги государства. Ну, опять к этому приду, ну, так получается, я не виноват. Деньги выделяет государство, они не парятся, да? То есть, например, даже те же 7-й канал, НТК, они же прям парятся же. Почему? Потому что деньги их частные. Там есть какие-то, может, выделяют государственные, но все равно это частные деньги, поэтому. А в кино это, да, есть один путь, это сарафанное радио, то есть ты друг другу. Это, мне кажется, самая лучшая реклама. Да. Когда ты всех говоришь, идите, в WhatsApp пишу. У каждого, бәрімізде, минимум 13 групп порой. Минимум это, а так 24 группы порой. Еще забытые вот эти есть. Футбол ойнайық жігіттер деген. Футбол, да. Футбол, потом диета деген группа бар менде. Екі группа. Туысқандар, ЖК, все много. Садик, школа бар. Бахан тойы. Бахан тойы есть. Ана видео тойдан видеосы где-то через 2 года. Еще андай чаттар бар ғой, 3 адамдық чаттар. Чисто 3 адамдық. Так, очередной разгон начался. Сейчас. Сплетни, ма, сплетни. Не могу не спросить. Еще один вопрос, по-любому. Не кажется ли вам... фильм. Да, мы к страшным историям сейчас подойдем. В плане, я должен вас спросить, связано ли то, что у нас развивается кино, индустрия и сериалы, с тем, что многие из нас выпускники КВН? Да, конечно, это стопудово. Да, в принципе, все... Без них бы вот эта тема вообще не двигалась бы. Ну вот смотри, опять же, выходцы из КВН — это первые люди, которые, ну, то есть фильмы которых стали кассовыми. Да. Все, кто пишет... Ассаляму алейкум рахматуллахи ва баракатуху. Все авторы, многие режиссеры, некоторые актеры — это выходцы из КВН. Даже сейчас, каждый год, все кассовые фильмы — это выходцы из КВН, либо из Жайдармана. Да, ну тоже КВН, да? Қазақша перевел. Қазақша КВН ғой. Есенаға сәлем. Сәлем дегеніз, ассалаумалейкум аға. Дәстүр. Қашан шығады дәстүр? 28-і ма? 28-і шығады, да. В декабре. В декабре, иншалла, да. О, еще такая сложная дата очень считается сложная для дата, кино, да? Ну там... Да, кстати, вы смотрели трейлер, Рус, братан? Я не смотрел, кстати. Я смотрел, да. Смотрел, но я короткую версию смотрел. Тизер я смотрел. Я специально посмотрел, чтобы ядха қалмасын деп, да, типа, что-то не смотрел, звезданул. Ну, это знаете же сами. Посмотрел сначала до конца, да. Но понял, что это такое прям... Даже не хочу говорить, про что это. Нельзя говорить вслух, да. Но я так понял, это такая страшная история. Да, тоже социальная дилемма в плане того, что домашнее бытовое насилие. Да, переросла уже... Да, в чуть мистику. Да, теперь вопрос такой. Верите ли вы во сверхъестественное? Верите ли вы в паранормальные явления? И случались ли они в вашей жизни? Нет, и расходимся, прикиньте. Я могу рассказать вам мистику, которую мы вставили в «Мошенники» сериал. То есть это мне рассказал один человек, который работал следователем в Талдыкургане. Подождите, то есть братан, это мистика. Это есть в сериале? Да, это есть в сериале. А в какой серии? Чуть-чуть, я не помню в какой серии. Мы ее чуть-чуть переделали. Ну, так надо было. Вот. Ну, а вообще сама история была такова, короче. Люди... Какова? Такова. Орысша сөйлеп жатырмын. Білген сөздерді қосып жатырмын десе. Умный білген сөйлесек. Какова. Ибо. Будучи. Солнце через Л. Смотри. Братан, әмбебап екенін түсіндік. Короче, мынандай ситуация болған ғой. Талдырғанда. Қазақшаңда жоқ екен ғой. Керек па? Қазақ тумағанда не терем. Смотри, Талдырғанда. Кинули, получается, ювелирный магазин или ломбард. Короче, они очень классно все продумали. То есть они там копали долго, чтобы выйти на этот сейф. Они вышли. Копали в плане? Ну, то есть под землей копали, там через ту, ну, как в кино. Окей. Вот реально как в кино. Окей, let's go. Смотри, копают, выходят, там условно на лям баксов. В сумму, может, я вру. Ну, короче, серьезная сумма для того времени. Украли деньги. Все. Никого нет. На камеры никто не попал. Следователи бессильные. Нет никакой зацепки. Все, забыли. Ну, то есть украли, что делать? Там ищет, полгода там следствие идет. Ну, нету ничего. Через какое-то... Те пацаны полгода ничего не тратят. Они тоже умные. То есть они вот все не обмениваются, не ездят там даже
У нас же сразу едут там, пытаются... Камрюху купить, да. Да, камрюху купить, или там ешку купить, да, сразу там iPhone купить. То есть вот этого всего нет пафоса. Вот они все, легли на дно, ждут. Проходит там еще где-то год, что ли, там, или 9 месяцев. Они уже потихоньку там чуть-чуть отовариваются. И один из них умер. Их было 3. Один из них умер. Теперь в какой-то моменте этих 2 ловят. Все. Теперь я говорю, а как вы их поймали? Он говорит, вот кто умер, его родная сестренка знала об этом все. И он каждый день ночью приходил и говорил, меня там не пускают. Надо там, говорит, не пускают меня. Надо вернуть все. Иди в ДВД, пиши заявление, расскажи все, как было. Каждый день ее. А он во сне приходил? Во сне, да, приходил. Ну, то есть во сне или как, я не знаю, спит, я не знаю, как сон, не сон. Келеверген, ой, месяц. Вот так приходит, пугает ее, там что-то стучит дома, да. Ну, то есть он заставляет ее, чтобы она вернулась и написала заявление. Типа там спрашивают, мы все делаем неправильно. И она идет, пишет заявление, их всех ловят. И он на следующий день тоже приходит и говорит, базару нет, меня впустили, но в ад. Не, я не знаю, там... Жестко. Ну, то есть, и это мы добавили, как бы там. Прикольно. Ну, то есть, это вот правда, это, значит, на реальной истории, короче, да? Да. Ну, то есть, ты прикинь, это же капец же. Ну, я не знаю, вот ее ощущение, да. И все, как она все это сделала, он перестал приходить, все. То есть, все было нормально. Офигеть. Вот. Ну, вот мне так. тоже один раз историю раз. Вообще, мне сложно поверить вот в такие истории. Ну, слава богу, со мной такого подобного, ну, ничего не происходило. Там никто во сне не приходил, там и какие-то там вот такие сверхпаранормальные какие-то события не было у меня в жизни. Но рассказали историю Драмапай. Драмапай рассказывал, Анара Жунусова рассказывала историю. Короче, кто-то из ее близких, то ли знакомых, парень, короче, начал гнать. Он просто тупо каждый день раздевался догола. И әке-шешесімен тұрады екен да, просто любовался, оказывается, этим, собой перед зеркалом. Любовался. Ну, родители в шоке, не могут понять, что такое. Врачи тоже ничего не могут. То есть резко, да, произошло? То есть, да, он начал... До этого нормально было? Да, нормально, и просто он начал, короче, жесть. В одежде любовался. Нет, он снимает голый и просто по хате ходит. Там, иди, әке-шешесі бар, он ходит по хате, там, любуется перед зеркалом. Потом үйтіп вышли на молду. Молда начал там читать, и, в общем, начали из него, оказывается, джин вселился. Джин вселился, и джин – женщина, короче. И этого джина вроде как бы нагнали... и его бывшая, короче, девушка в возрасте, да, и не алған, джин не алған. Короче, в него вселился джин. Он начал тоже прогонять, он начал жаңағыдай, чуть-чуть у него, по-моему, все думали, что он, типа, тронулся в голубую сторону, короче, выбрал. Вот, сөйтіп, короче, его уже выгоняли, вот в какой-то период с ним работали, короче. Молдалар, и в итоге нормально его там вылечили, короче. Вот я, ну, как бы, одна из таких страшных историй, это, ну, как бы, вот это в моей жизни, но я когда слышу там, типа, выгоняют джинов деген кезде, я как-то, ну, типа, для меня это какая-то фантастика, я, ну, не до конца верю. Потом, ну, есть YouTube, начал смотреть, как ну, блин, когда смотришь эти видосы, как будто, ну, это какая-то фантастика, андай, сенбейсің, да, потом начинаешь с муслимами общаться, у них узнавать, а оказывается, это все есть, существует, и как бы, ну, блин. Все рядом. Да, и как-то чуть-чуть жутковато становится. А душили вас в детстве, душили? Нет. В плане бастрылу, типа? Да. Ну, душ ты дышать не можешь. Сколько раз в неделю могу... Да, это... Не сейчас, я говорю, в детстве. Мы не про ваши игры. Не, в плане... Ваши игры. В плане, ну, типа... Задуши меня. Она иногда меня будет, говорит, Алдияр, типа, что-нибудь прочитай, короче.
и бисмилля деп, короче, солай ұйықтаймыз. Ну, это потому что часто или у меня бывает, или у нее бывает, короче. Вот. И мы иногда бывает такое. Что бывает? Душит? Ну, душит. Ну, вот, но в плане, когда вот в прошлый раз нам приходили сюда, Хунахтар келген кезде, они говорили, что видели какой-то силуэт и прочее. Жена тоже у меня видела иногда. Видит что-то такое. Менде бір силуэт көріп тұрмын мына жерде деймін. Я не вижу просто. У тебя Рус прям... Ну, я тоже видел. В детстве? Но это в детстве было, это в школе. А как было? Ну, тоже вот глаза открываешь, получается, чувствуешь, что ну никого нет, ну кто-то душит. И потом это все отпускает. Бисмилля, да, отпускает. Что ты делал? Больше ничего нет вариантов. Все, отпускает, потом нормально. Потом через 2 недели опять что-то. Потом, когда я уже где-то, наверное, в 9-10 классе, до такой степени уже қорықпайсың, да, наверное, кто тебя душит. Уже привычка, да, типа, қайдасың, редко даже не душит, говорю, что-то бүгін странно, он не душит меня. Я бүгін келмедім ғой, что-то. А он начал уже бить. Ну, типа, там, мама стиралась там в ванной, и такой сильный крик от мамы. Я подбегаю, говорю, мам, что случилось? Он говорит, как будто кто-то ударил, говорит. Ну, как будто, опять же. Но ты все равно не веришь где-то. Ты думаешь, ну, показалось маме. Вот. Потом, когда мама уезжала, тогда же, когда нормально было уехать, и 9 класс, ты что, ты же мужик, там, 4 бандитов сам раскидаешь, и уезжает на неделю. Ты дома один остаешься, и ты ночью лежишь, и ты слышишь, как он тук-тук-тук-тук-тук бегает дома. Ну, там есть, ну, там же еще панельные дома, думаешь, наверное, на 3-м этаже кто-то бегает. Там соседи были у меня кипишные. Потом уже посуда начинает шевелить. То есть он, когда начинает до такой степени пугать тебя, и тебе уже без разницы, типа, ты уже говоришь, «Қойшай!» типа, лезть на ногу, уже жесть. Все, братан, да. А потом Кенни Даньяр, знаешь моего друга, Данчика, Кенни? Мы же с ним в 2 подъездах, ну, в смысле, рядом жили. Я в 1-м подъезде, он во 2-м. И он пришел ко мне ночевать. И он сказал, я больше не приду к тебе ночевать. Больше никогда в жизни не приду. А мне что-то одному страшно было, я его позвал. Тогда еще свет жоқ, отопление жоқ, ничего жоқ. Свечка тұрады болды, басқа варианта жоқ. И он у меня ночевал всю ночь, и он меня постоянно будил, кто ходит, кто бегает, кто прыгает, короче. Я говорю, да нет, нормально, тебе показал. Сам знаю, что кто-то ходит. Но если он уйдет домой, я же один останусь. Я, не, нормально, еще холодно. И потом он сказал, больше я к тебе не приеду ночевать. И он не ночевал. Никогда в жизни у меня дома. Потом еще один друг есть, Рустам, тоже заночевал 1 раз. Сказал, брат, извини, конечно, но, короче, у меня никто больше не ночевал. И что, до какого возраста эти? Пока я не переехал, ну, то есть, когда 11 класс, я все поступил. В семье? То есть, я приезжал, там еще была эта тема в студенчестве. Кто-то ходил, ну, кто-то мне говорил, там, домовой, там, ну, миллиард вариантов там. Ну, ты уже привык. Я уже просто привык к нему, и когда я приехал сюда учиться, я жил в Ахсае, там такая же фигня была. А мы жили с друзьями, там, 3-4. Он, нет, приезжал, навещал тебя, да? Нет, это уже другой был. Я думаю, это другой был. Ну, то есть, когда они пугались, мен уже ана жерден келген ғой, уже қатқалған, бәрін көріп, я уже прошел это, и мне уже вообще было не страшно. Типа, они просыпались, говорят, нет ощущения, что ночью кто-то вот так прям за грудь кто-то вот давит или душит. Я говорил, нет, я не хотел, мне лень было рассказывать жесть. Я думал, сейчас я им буду рассказывать, они подумают, что я фантазирую что-то. Я уже просто нет, согласен был. Это как бы... Қазір кеп тұра ма? Нет. Нет, сейчас уже никого нету. Алматыда это воздух жаман, да? Тұра алмайды да, қымбатта Алматыда. Қымбатта, Талдырманда ғана жүреді екен. Я вспомнил свою историю. Расскажи свою историю. Спасибо. Когда... Ну, это не связано с домовым или с чем-то еще. Я вот потом приведу еще вопрос такой. Когда я реально думал, что мне угрожает жизни, короче. Когда я один остался дома. Дома я был в Хостанае у своего дяди. Я приехал в Хостанае на Олимпиаду республиканскую, где я взял 16 из 16 место, короче. И там я жил у своего дяди. Мой дядя был как бы, ну, весовой чувак. Он раньше как бы возглавлял СЭС области, короче, Хостанайской. Мы сами с Павлодара, это моей мамы, получается, родной братишка, и, в общем. И я знал, что он, ну, там, с Акимом двигается, что-то такое. Я не вникал особо, я знал, что он просто весовой чувак. В итоге в один день я просто остаюсь дома один у него, рабочее время. Ни тәтешки нет, ни ағашки нет, екеуі де жұмыста. И мен жалғыз үлкен хатада өзім жалғыз қалып қойдым. Насколько я понял, они просто, видимо, не закрыли дверь или что, короче? Сейф с золотом, нет? Нет, не закрыли... Сейф же просто. Не закрыли, короче, дверь.
Потому что я помню, что я начал их искать, их не было. Я пошел к двери, я увидел, что она открыта, и закрыл ее. И все, я потом пошел смотреть телевизор. Тогда у них компьютера не было, потому что у них уже дети все взрослые были, короче. И я просто сидел, что-то смотрел, что-то делал. И я слышал, как кто-то, короче, ручку двери вот так вот дергает. Дергает. Да. Я что-то не понял, короче. Так смотрю, вроде бы тихо, короче. Я подумал, ну, показалось, видимо. Сел обратно. И обратно ручка двери вот так. Я вот так вышел, я вот заметил краем глаза, как последний раз что-то вот так, и уж все, короче, нету. Я думаю, так, что-то не то, короче. Кто-то, ну, если бы это Агашка или Татешка были бы, то были бы ключи наверняка. Они бы зашли домой 100%, типа. Либо они где-то оставили ключи. Я пошел в прихожку, начал искать ключи, и ключей нет. Ты капец долго рассказываешь. Да, я Потом просто... я решил больше у этого чувака не брать. Потом, да, смотрите, прихожая, она вот... В общем, Открываешь ключей- окно, дует ветер, Я решил... эти лепестки роз разлетаются по всей комнате, такую книгу читаю я. Пацаны 2013. прикинь. И, в общем, я стоял около двери и подумал, ну, наверное, сейчас кто-то подойдет, я хочу через глазок посмотреть, кто это. В итоге кто-то, короче, я слышу, как кто-то поднимается, короче, по лестнице площадке, лестничной. Подожди, дом это двухэтажный или? Нет, это квартира. Это квартира на последнем этаже, на 5-м. И кто-то поднимается, я, короче, дверь открываю, думаю, может, дядя или кто, короче, и навстречу вот так смотрю, и кто-то вот так поднимался, и услышал, как дверь открывается, и на меня вот так вот посмотрел, короче, с лестницы. Вот так вот посмотрел, и резко вниз, короче. Какой там территор, короче. Потому что я его не знаю, кто это. И, ну, как бы, я родственников знаю, дяди всех, ну, это родственники все-таки. Более в Хостанае у нас мало родственников. Может, Он один. ошибся квартирой. Может быть, я не знаю. Но кто-то дергал. Я закрываю дверь на ключ жестко, и у дяди стоял, короче, самурайский меч. Такой сувенир в конце прихожей. Я побежал туда, взял, короче, его и выдернул. И вот так, отрубил и себе стоял, палец. короче. За то, что я связан с якудзами. И вот так вот стоял, короче, у коридора. Ну, в итоге меня пронесло. Ничего не было больше. И ты что, ну, к чему это, что, типа, Потому это... что как Не, это будто просто... бы... здесь просто страшные истории рассказывать. Я Да, думал, только да. мистику. Да. Есть просто страшная история. А, я думал, это как-то с Да, я джинами щас там жду, связано. да. Я думал, Не. да, это какой-то там, типа, призрак был, Не, да. не, я потом думал, он через ты- дверь зашел. Не, просто... Через замок такой. да. Я к чему? Бывали ли у вас в жизни случаи, когда вы вот встречали, может быть, таких людей опасных, страшных, когда он действительно становился страшным? Но у меня была смешная история только. Это, ну как смешная? Вроде бы она страшная, но в то же время смешная. Давайте. Мы поехали толпой, короче, 11 класс, закончили и поехали на Балхаш купаться. Все, приехали, там есть такой небольшой домик, там один рыбак живет, и все, больше никого нет. Тогда как бы особо условий не было, ну и сейчас нет. Вот, мы туда поехали и ночевали там такие кровати железные, туда-сюда, короче. Там были такие разные истории, типа русал приплывал, ну тогда же всегда. Тот чувак, который душил тебя, тоже заглянул, да? Да, на типа полчаса. он приплыл тебя, забрал. Да. Их еще, знаешь, как по-другому их называли, ладно, не помню. В одиночку. Короче, нет, там вообще казахша по-другому, она прямо так жутко звучит. Жезөкше? Налоговая она звучит. А, налоговая. Жуткая, страшно. Налоговая. И вот, и там шал такой, сидит такой, знаешь, как будто жизнь повидавший, здесь, который на Балхаше все, и касатку видел, и сама видел, знаешь, такой, и всяких там... Кракена. всех. Да, всех видел, короче. И мы говорим, типа, ага, а здесь можете рассказать какую-нибудь страшную историю? Он такой, жесть, типа. И мы такие все смотрим на друг друга. Была одна страшная история, говорит, только между нами. Типа, мы все такие, дык-дык-дык, рядом все собираются, весь класс. Короче, говорит, один раз, говорит, очень сильно бухал, говорит. Сильно, говорит, бухал. Пил, говорит, прям вообще. И пошел, говорит, на море, говорит. Смотрю, говорит, издалека, говорит, кто-то плывет. Очень далеко, говорит. Потом думаю, а вдруг ко мне плывет, говорит. И, говорит, пошел, зашел в комнату и заснул, говорит. А утром просыпаюсь, говорит, никого нет. Говорит.
Мы такие все смотрим. Думаем, что за фигня? Где добивка? Только никому не говорите. Да, только никому не говорите. Я думаю, зачем говорите, я что я заснул и Я утром думаю, проснулся. зачем я сказал аха, нифига себе личное слово сказал. И мы на него смотрим, он говорит, вы, говорит, не поняли, знаете, что самое страшное? Что? И мы такие, что? Я утром проснулся, говорит, а похмелиться нечем. Хочешь, какие-то головоречи. Никакой страшной истории не было у него. Просто. И, короче, оказывается, нам намекнул на бухло. Короче, блай, жерды, блай. Он не знал намекнуть, как бухло, короче, у нас. Прямой сөйлей алмайды Да, екен, да? прямой. Типа, яд палат туда-сюда. Да. И потом, и вы пить хотите? Да, деген соң, и все, и нормально. У нас тоже, я вот вспомнил, я был маленький, когда до 3 класса мы жили там в этажных домах на 1 этаже, и напротив жил чувак с матерью. Ему, наверное, лет 40 было. Его звали Батырхан, короче. Он, короче, жестко катил к моей маме, но он был такой, знаешь, он бухарь. Он каждый день тупо набухивался и приходил к маме, короче, что-то там пытался. Я его нереально боялся, короче. И иногда мама меня пугала, короче, я қазір Батырханға айтам, Батырхан алып келеді, Батырхан. А он такой, знаешь, добряк. И андай, да, типа, приходит Мария, там, налей мне, там, оно, постоянно что-то ей говорил. И вот этот Батырхан у меня до сих пор, ну, как бы, вот именно в памяти осталась вот ассоциация вот этот, типа, Батырхан. Я не знаю, я очень сильно боялся его, знаешь. И меня как-то им пугали, типа, бабай келіп алып кетеді емес, қазір, бля, Батырханға айтамыз деп, он такой. Какой-то триггер, короче, да, для тебя? Да, вот он до сих пор вот опечатался у меня в памяти. Батырхан деген кезде я все время вот этот подъезд наш вспоминаю, короче, и вот он слева жил и постоянно там мог там уснуть там на лестнице, там на лавочке, вот такая тема была. У меня была травма, что в подъезде, как бы в доме, короче, в подъезде всегда была собака. Маленькая дворняжка на 1 этаже. Она, ну то есть поднимаешься и сразу с левой стороны на 1 этаже, короче, лежала она внизу всегда. И ты когда поднимал к своему другу, чтобы тогда же по телефону позвонить, трубку не берешь, надо же постучаться. И ты поднимаешься, и она так делает, знаешь. И ты думаешь, пойти, не пойти. Она ничего не делает, она не гавкает, ничего не делает. Просто темно, предупреждает. Света нет. И она начинает делать. Типа, мен тұрмай-ақ қояйыншы, сен барма, мен тұрмай-ақ қояйын, үрмей-ақ қояйыншы деп. Да, и ты как-то вот так стоишь и думаешь, типа, фу, типа, кейпер делаешь, но и пофиг. Она даже делает, и ты уходишь. Ну, нормально же. А один раз я туда поднялся, а его не было дома, и я спуститься не мог. Понимаешь? Типа вот так перепрыгнуть, а там уже вот так лестница была 1 этаж, да, там не перепрыгнешь, как в кино. Я долго, часа 3, наверное, стоял. И она делает, и я наверх уходил. Самое страшное, знаешь что, ауылға келесің ғой, ночью в туалет приспичит, бля, далада иттер, и ты думаешь, еп. Нет, просто дойти до туалета, испытания, да? Там всякое может, типа, в голове, ну ты наворачиваешь, думаешь, бля, да, еще свет жоқ, тік жоқ, ничего. Еще ауылдың иттері мынандай дәу болады. Да, еще туалет же 4 километра туда. Таксист тап бару керек ғой. Да. Еще зима, есть же ветер, и ты такой думаешь, и так смотришь на туалет, и на щеляк есть же ближе. Вот эти вот, типа, детские страхи, вот это вот, думаешь, блядь. Да нет, ты до утра же ждешь, терпишь же. Жоқ, анандай болады ғой еще. Просто глаза у тебя желтые, знаешь. Вот ты достойно сидишь. Да, типа, ты типа спишь и контролируешь там, знаешь. И батя наконец-то просыпается в 6 утра, я же Джериди. Да, в 5:30 дядя просыпается, чтобы это затопить. И ты встаешь и такой, туалет. А еще есть петух, который бегает. Это вообще страшно. Ты что, он бегает, и ты такой... Ой, қорқпа. Еще вот эти меня раздражают. Кривер, қорқпа, қаппайды ол. Жүр барайық, қаппайды ол. Қаппай, кривер. И собака на тебя смотрит. Ну-ка, бля, попробуй-ка, бля. Он еще здоровый, знаешь, здоровый. И ты видишь, что там мыло лежит, он мыло ест. Ты думаешь... Да, тамақ жоқ, ол уже сабын жеп жатыр. Өз өмірін, өз думаешь, нет, я не пройду. И там дядька, мынау ауылдан қаладан келіп алып чорттар барса кірсей. Қаппайды ол, бар, кір. Еще бүйтеді ғой, ладно, жүр дейді да, и такой идет, и
недалеко от собаки стоит и говорит, проходи. Да. Ты говоришь, бля, возьми его, блядь, на руки как-то. Он говорит, хапать, давай, смело. И такой, Да. раз шаг, и собака такой, и такой, бля, в этот момент Да, думаешь, да, бля, да. Нет, что дальше? да? еще такая же, говорит, все, это вер, полмай, это вер. И он такой, эй, маған бүгін не болды? Да, да. Почему бүгін? Именно, Он всегда да, такой был. я- Бүгін именно. А у нас еще такая тема была, короче, один мужик был, он чуть-чуть был, я не знаю, можно так говорить, нельзя, ну, больной. Ну, нам казалось, чуть-чуть как будто вот, что-то вот странный был. Я- Да. я. И как-то раз мы пошли на поле, там рядом поле было, через дорогу. И мы издалека видим, он с топором стоит, короче. Ну, топор такой небольшой. И орет. Ну, у меня голос только посерьезнее, чем мой. А мы такие... Пятером, четвером. Он раз на нас посмотрел, такой раз. И опять... Орет. Мы... Он этот топор на землю кидает, разворачивается и в нашу сторону бежит. Мы уже видим, и ты когда, я не по щегле не было, нет, когда ты, тебе страшно, у тебя ноги не бегут. Да. Вот почему-то что-то происходит, знаешь, я не знаю, ватные как-то вот не бегут. Как Ну, во сне, да? Да, Не- да. Не бежишь же, Андрей? Да. Қатты Да, жүгіре алмайсың. Обидно, как Кен быстрее тебя бежит, я жду. Да. Я был этим кентом твоим, такая. И, короче, бежишь, и разбегаемся, и один, получается, забегает в подъезд, мы вдвоем в подвал. Вот это в подвале вот игрались, то есть ты там подвал наизусть знаешь. То есть все в разные стороны, и он забегает в подъезд. И ты понимаешь, что он не в этом подъезде живет. И ты понимаешь, что в этом подъезде вообще никто из наших не живет, чтобы тут пустите деген тема. И мы думаем, все, короче, не знаем, что делать. И у нас там старшак один идет, такой, он студент уже в универе. Мы его видим, говорим, салам, братан. Объясняем ему, вот такая ситуация. Он говорит, ладно, пойдемте. Вытаскивает свой студенческий, то типа он с правоохранительного органа, и поднимаемся. И мы поднимаемся уже 2-й этаж, 3-й этаж, нам страшно. И мы слышим уже на 4-м этаже, вот это. Думаем, ё-моё, что будет? И мы вот так уже поднимаемся уже на 5-й этаж. Он там сред сидит. Не. Он лежит, а тот сверху стоит и говорит, еще будешь? Просто плюет в него. И больше ничего нет, не бьет, ничего не делает. Не знаю, что нам сказать. Этот старшак подходит, говорит, там с уголовным розыском, он толкнул, и он убежал. Нет, он убежал резко. И мы к нему подходим, и он весь в слюнях, вообще мерзкий. И больше никогда в жизни мы его не дразнили, короче. Он выходит на улицу, мы так. Ассаламу алейкум, даже заходим с ветриком, он даже на нас не смотрит. Но он всегда был странным, непонятно там. Чем вообще, чей он? Где живет, не помню. Какой-то подъезд заходил, и мы не понимали, где он живет. Один раз ауылда у нас тоже такая тема была. Я учился в интернате, и только на выходные домой ездил ауылға. И один раз я приехал домой, и мне мама рассказывает то, что на неделе произошло, короче. С Павлодара, короче, 2 женщины из психбольницы убежали, короче, сели на маршрутку, и почему-то именно около нашей деревни выпрыгнули зимой, братан, короче. Зимой они, короче, разделись и догола, кажется, по деревне бегали. Откуда-то взяли 2 топора, короче, и просто за людьми начали бегать, короче. Когда там уже шум поднялся, участковый подъехал, все подъехали, короче, и он начал за ними тоже бегать, гнать. Тоже с топором начал за ними бегать. Не, прикинь, братан, ужас какой. Там еще типа женщины взрослые были, 45-50 лет, короче. Сумасшедшие, короче, но с топорами, прикинь. И в итоге они забежали к кому-то в погреб. И там отбивались, стояли, короче, до этого участкового. Пока не приехала вся вот эта тема. Я потом начал, короче, вообще стрематься на улицу выходить. Потому что боялся сейчас, прикинь, женщина голая зимой на тебя в Павлодаре, братан, еще зимой. Да, Русиктің историясындағы анау топормен жігіттің туысқандары емес пе? Может бір жаны емес, бір семьядан ғой ол бәрін. бір әулеттің адамдары емес пе, случайно? Фамилияларын сұрау керек еді. Хамасын ташлау. Хамасын ташлаңдар. Да. А еще страшное, знаете, наверное, у всех у вас было, ставили укол, в смысле, манту от туберкулеза? Это вот сюда, который? Да, вот именно от туберкулеза. Не, вот сюда. Нет. Да? У нас, короче, Талдыки здравоохранение нас разводило.
как и сейчас разводят, но тогда пострашнее разводили. Они ставили манту, по-моему, сюда. И, короче, они линейки должны были смотреть, насколько она вырастет. То есть, если чуть-чуть шишка выросла, знаешь, есть какие-то опасения, что ты можешь заболеть туберкулезом. Самое главное, они продавали нам лекарства, прописывали. Там такие флаконы, 900 штук, так, не знаю, как все витамины. Дофига, знаешь, там всякого. Чтобы эту шишку убрать, вам продавали. Чтобы эта шишка... И знаешь, что самое страшное? 75% Талдыкургана заболели, типа. Знаешь, типа. Никто не болел, просто почему-то шишка, она... Это чистой воды мошенник Тирулонга, Талдырганда. Мы покупали все. Ну, это уже давно, видишь, было в 90-х, 2000 каких годах. Просто бабки делали. Просто бабки делали. Ну и сейчас делают. Просто... Тянет туда, тянет. Конечно. Ну вот, смотри. Но это тоже страшная история. У меня заболел сын. Да? Я иду в центральную городскую детскую больницу. То есть все, сын со мной лежит. Приходит врач. Говорит, надо там такой-то укол поставить. Ты говоришь, ставили же. Она говорит, а, да? Ты прикинь? Она говорит, а, да? То есть, если я говорю, то есть, если ты такой безответственный и не спрашиваешь, а что за, извините, а что за укол вы ставите? Слово там, не фаза, они там странные же, там, как будто кого-то вызываешь, когда говоришь же лекарственное название. Мазофокозалин. Да, да, типа такое, залин что-то там. Я говорю, подождите, только же ставили это, то есть это уже двойная доза будет. И так постоянно она приходит, а на укол ходит, ну она уже хочет поставить тебе. Ты говоришь, нет, ставили, не надо ставить. Джерейд он. Потом утром приходит медсестра или кто санитар, берет тряпку, идет вытирать подоконник. То есть он, ну, понимаете, в больнице, на Жандосово, там, что он там, газованной машиной ездит, он грязный. То есть вытирает тряпку, выжимает и вытирает стол. Стол, где ты кушаешь. Ты говоришь, стоять. Ты что делаешь? Стол сути не ветр. Я говорю, ты только что подоконник вытерла. Ты же медсестра. Гигиена, говорю, это же как бы... Не мне тебе учить же. Енді басқа тряпка жоқ. Ты еще виноват ты. Что такое там беспонтово. Он говорит, постель жинаңдар. Неге? Қазір дежурный врач керек. Келет, бәрі әдемі тұрсын. То есть они даже работают на дежурного врача. Я говорю, мне вообще без разницы, кто придет сюда. Понимаешь? Это же страшно. Это городская больница, она ауылға не надо идти. Типа, и вот сегодня ко мне, у меня сегодня заболела жена, сегодня ко мне приехала скорая. Я говорю, одень бахилы, я тебе тапочки дам. Я тебе все дам. Да, я теперь спрашиваю, хорошо, а почему ты не снимаешь? Он говорит, просто был случай, когда мы снимали обувь, и в тот момент нам по голове ударил пацан, ну, то есть люди. Я говорю, я тебя пропущу, сзади ударю. Когда ты будешь укол ставить, еще раз могу ударить. Потом, когда ты будешь вытаскивать капельницу, еще раз ударю. Братан, там вообще проблем нет, когда я тебя ударю. То есть это вообще слабо. Ну, ты, говорю, ты пошел, может быть, куда-то непонятное место, в подвал, да? Человек задохнулся, ты прошелся там, я не понимаю, там, может, наркоманы кололись, спит, там, всякое, может быть. И ты с этой обувью заходишь ко мне домой. А там мои дети, упала соска, упала игрушка, они подобрали. Все. Это же проблема же. Приказ здравоохранения, короче. Говорит, что я скажу, говорит. Это же вообще фигня же, это же не проблема же. То есть, это же снять надо, обувь же, она же грязная. Хотя бы мы несколько раз вызывали тоже скорую помощь, и, именно когда дети болели. Тоже андай да просто аяқ киіммен кіріп кете береді. Ей, подожди, на вот пакеты, типа, возьми хотя бы один пакеты. Соның өзіне кішкене қиналып там. Да. В телефонах как-то. Ну, нет, я к тому, что есть и такие, как бы, и правильные эти санитары, да, которые приезжают на скорую, но есть арасында и анандай, как, я не знаю. Нет, проблема не в них, вообще проблема не в них. Проблема, все думают, что проблема в этой медсестре. Нет, проблема в скорой, которые санитар. Нет, конечно. Проблема свое руководство. Эти деньги, которые выделяют на это все,
они почему-то исчезают. Вот в чем проблема. Ну, Там же в день 2 перчатки выделяют, понимаешь, одну бахилу выделяют. Самые То есть страшные это истории. проблема не в обычных людях. Да. Это они вообще ни при чем здесь, я их понимаю же. Проблема в руководстве, которые это все выделяют, дают, кто-то бензин ворует, кто-то там везде ворует. Особенно главврачи. Проблема вся в главврачах. Нужно Или бояться зам. людей, в общем, да? Да, это самое страшное сейчас. Это мистика. Мистика это на экспо, как деньги пропали. Это мистика. Это большая Да, это вообще. трагедия. Это Копперфилд сидит и говорит, вот это фокус. Да. Это базар. Рус, как Никто думаешь, не сможет братан, это Да, повторить. да. с чем, даже я. с чем связана эта болезнь вообще? Наше Какая? общество скорее. Ну вот это вот, то, что нужно своровать, нужно хапнуть, нужно вот это сделать. С чем связано это? Почему вот? Мне кажется, то есть сейчас все говорят, там, коррупция, там, здесь, это все надо легализовать. У нас больше нет вариантов. Мы уже привыкли. В плане какого типа? Ну, типа, ты поедешь в ЦОН завтра, ты пойдешь искать знакомому, чтобы это быстрее сделать, потому что в 3:15 тебе надо на репетицию идти, да, правильно? Ты найдешь знакомого, хотя там надо просто зайти в компьютер и все сделать, но у нас уже привычка, у всех привычка. Мы с этим ничего не поделаем. Надо легализовать. Все сделать через кассу. Вот номера – это конкретный показатель. Да, это крутой. да, Все. типа, Ты зачем там бороться с этими гаишниками? Номера через кассу. Ты хочешь 001, я бог и царь, ты просто заплати это. 1 000 000 тенге заплати. И тут то же самое. Ты в больницу пришел, ты хочешь, чтобы тебя там, я не знаю, без очереди обслуживали, в кассу заплати. Ты хочешь, чтобы у тебя отдельное лекарство было, в кассу заплати. Ты хочешь тендер выиграть, ты 10%, 15%. Это сейчас я грубо говоря говорю, утрирую, да. Ну, то есть даже этот тендер можно легализовать. Даже сотрудник, который остановил, например, человека, который нарушил, да, там, 75 тысяч тенге, да, например, пьяного человека остановили, 500 тысяч тенге штраф, да, 55 тысяч идет ему на зарплату гаишник. Он его никогда в жизни не отпустит. Он даже рисковать не будет этим. Да, я думаю, что типа, Всё. чтобы штрафы выписывали, чтобы там, ну, гайцы тоже там не это, в карман. Да. Тебе надо бонусные, как вот официанты Конечно, получают, бонус. 10-15% от Да. каждого штрафа в карман, короче, ну, официально. Он уже не будет рисковать Да. этим. То есть и в Акимате не Это будет было бы рисковать. То есть прикольно. это Я как-то- тоже думал, кстати, об этом. Я думал, Просто что надо можно сесть. сделать, да? Я сейчас не знаю, как механизм этот сделать. Ну, на жанр, да, просто как-то сесть, штурмануть, придумать это можно. Ну, в Америке же есть, так, там, в кинотеатр слева заходишь, так, справа можно там побыстрее зайти. То есть какие-то такие вещи Fast-track, есть. fast-track, Да. да. То есть там быстрее же все можно. Просто надо легализовать его, и Да, все. это как сел за убийство, сразу делают залог $500 тысяч. Пожалуйста, да. Ну, то есть, смотри, судебная система, это то же самое. У тебя хулиганка, да? Ты что делаешь? Ты идешь, разводишь следователя. Следователь с прокурорским, прокурорский судья. То есть там своя пирамида, да? А ты пошел в кассу и оплатил 4,5 миллиона тенге. А вот у меня за убийство, пожалуйста. Не убийство, тяжкое преступление. QR мен төлесе алайыншы деп. Да, нет, тяжкое преступление, это совсем по-другому. Каспирет жоқ па? А, ладно. Да. Жарайды, онда отыра Каспирет саламын. раскидал Нет, убийство. это тяжкое преступление, братан. Да. Я не говорю тяжкое, я говорю легкое. Ну, не легкое, она как-то по-другому говорится. Ну, то есть ты там, я не знаю, подрался, да? Да. Ты все равно разведешь этот момент, да? А ты заплатил штраф государству. Государство довольно. Они же зачем эти налоги поднимать? Вот, пожалуйста. Каждый день преступность растет у нас. Но неужели тогда не поможет какой-то культурный подход в плане вот тех же самых кино, сериалов и музыки? Это же, по сути, мы же меняем сознание людей. Это, брат, смотри. Не, это система, же это система, же, да, которую ты не- это эхо Советского Союза. Да. Это вот, посмотри, все вот эти бывшие страны СССР, аналогичная у них ситуация. Что в России, что там, ну қасымыздағы көрші Нет, то, что в мемлекеттер. Европе нет коррупции, это полная фигня. Да. Бред. Она есть, но Да, она да. не грозит национальным, она не грозит нам этим, как его, ну, как бы, не Не, несет там- опасности национальной Не, там- безопасности, но интересам страны, понимаешь? Здесь как коррупция болғанда, наши просто могут взять и продать какие-нибудь там, знаешь, месторождения или там какие-то земли продать, понимаешь? Это же, ну, типа... Не, у них же еще другая система. У них вот есть верхушка, где они там серьезную политику ведут и серьезная коррупция, да? Потом есть средний класс, где они никого не трогают, да, там предприниматели и так далее, то есть стараются не трогать. И есть еще низший класс,
которых они вообще не трогают. Так, у нас здесь, у нас везде же воруют, понимаешь? У нас всех притесняют, в этом проблема же. Если они только наверху воровали, вопрос другой был бы. А и здесь она донерку открыла, участковый гелеет, потом пожарный гелеет. У меня, знаешь, какая была страшная история-то, кстати? Открыл донерную, братишка, на мотозалке в Ауэзовском районе. Все открыл. До этого продавали чебуреки с баллоном. Хотя нельзя, потому что там рядом все квартиры, ну и так далее. Как живой массив, да, или как, ну как-то они говорят там по протоколу или там что. А там просто у нее электрическое, все грамотно. По евростандарту. То есть она, у них киоск был Советского Союза, где чебуреки жарятся, весь район это там как бы масло воняет. Нет, такого нет. Все евростандарт, все грамотно, короче. Но один минус у нас есть. Мы поставили законно. Через СПК. Мы зарегистрировали, у нас есть бумага, мы на ЕП официально платим 100 тысяч тенге или там 150 тысяч. И это им не нравится, вообще не нравится. А Ауэзовскому району на то время не нравилось. Что они делают? Приходит вначале участковый и говорит: здравствуйте, ана мусорды алып кетпейсіңдер ме? Қандай мусор? Разворачиваемся, там мусор. Большой мусор, не наш. Я специально, ну, как бы принципиально уже открываю, что говоришь: подожди, здесь вообще не наш мусор, здесь вообще другое. И сендердің жанында бір штраф жазып жіберейін, и штраф пишет. А ты знаешь, что по закону есть, ты имеешь право на предупреждение? То есть он Нет, может... в 2017 году не было еще этого закона. Да? Да. Я Но думаю, я что- имею в виду, для них не было закона. Да. И ты, то есть, говоришь: подожди, извини, это же не наш мусор. Он на второй день приходит, опять этот мусор стоит. То есть тебе уже там в копеечку стоит. Это же два раза же мусор. Потом ты уже начинаешь своим пацанам звонить туда-сюда. Говоришь: что за такое бесед? Я же официально открыл. Почему вы мне так делаете? Все, они его успокаивают. Потом приходит мужик такой в костюме, знаешь, петицию собирает, условно. Какие-то там бумаги собирает. Он говорит: здесь вы, когда жарите донер, плохо дышать. Я говорю: до этого вообще газ-баллон был. Я не знаю, соседи жалуются, я вот сейчас собираю. Короче, надо убирать этот киоск. Ребят, так не пойдет. Такой серьезный мужик. Шал, ну такой шал где-то 50-45 лет. И выходит женщина с собакой. Я говорю: здравствуйте, здравствуйте. А вы, говорю, в каком подъезде живете? Мужику говорю. Он говорит: я здесь живу. Это такая, я вот, говорю, собирает подписи. Он: а кто вы? А вы кто такой? А там такая женщина такая, боевая, русская. Знаешь: а ты кто такой? А? Ты, ну-ка иди сюда. Она всех знает на это. Это ее район, ничего себе. Кто жил в каких квартирах, Да, какие, да, сколько, чё такая. продал, Какое поколение По уже, понятиям да, такая, знаешь, такой: ты из какого дома? Подожди. А я здесь. Ты из какого дома, я у тебя спрашиваю? Да, уж духом она забрала, схавала его. Он говорит: я вот с этого дома. Какой подъезд? Подъезд какой? Третий? Что-то я тебя там не видела. Фу, Джена, что-то я тебя там не видела. Знаешь, такая. Да, там Джена возле меня ходит. Тоже боится, чтоб не укусила. И говорит: ты, ну-ка, а какой ты квартире? И он убежал. Прикинь, он убежал. То есть этот чувак отправил акимат, Мгм, чтоб мне жуть нагонять. мгм. Это просто донер. Я просто донерку не могу открыть. Кто там завод открывает? И вообще вешаются, наверное, там. Такие, вот, это не то, что страшно, это вообще, это в 2017 году было, Это правда. действительно страшная история. Да, но это то есть везде так, и попробуй, иди, открой бизнес. Мы можем сказать, что сериал «Саке» основан на реальных. Ой, мы сейчас еще такие вещи покажем, у нас сейчас впереди. Полный метр «Саке». Полный метр Саке, футбольную коррупцию мы сейчас покажем. Как вообще, футбольную коррупцию, твоя тема, хочешь сниматься? Ну, Там будет пообщаемся. вся тема. Мы сейчас ее изнутри все покажем, как это происходит, кто крышует, кто держит этих футболистов на процентах. Я могу с вами писаться. Ой, там Да, у нас погнали. все футболисты собрались, которые раньше играли в футбол. Они сказали: мы тебе весь расклад дадим. Мы хотим просто... Знаешь, я понял, смысла нет жаловаться, ходить на всякие там собрания. Там, ну, ладно, есть смысл там хотя бы что-то не слушают тебя. А и надо просто показать. То есть говорить зачем, да? 1000 раз говорить людям, что очень много мошенников. Надо просто показать: вот есть мошенники, вот они. Вот так они работают. И футбол то же самое мы хотим. Просто показать, сказать: вот. А дальше сами решайте. Чтобы они говорили: кеше футбол қарадым, что сонда, сендерде сондай беспредел ма? Тот чай пьет, кто-нибудь из федерации, говорит:
Я? Ему даже не стыдно. То есть вот так. Надо, мы устали говорить, жаловаться. Будем показывать просто. Опять же, возвращаемся к страшным историям. Когда папа подбухивал. Короче, если я играю карты, обычные карты в дурака, папа приходил пьяный. Такая закономерность была? Вот прикинь, вот просто это мистика была моя личная. То есть я с братишком, мне на лето же всегда кто-то приезжает, тебе родственники. Ты играешь с ним карты, и пахан пьяный приходит. Ты говоришь, давай завтра не будем играть карты. Давай. Не играем. Первый день, второй день, третий день. Всегда трезвый. Мы такие смотрим, понедельник. Это было там суббота, пятница. Большинство пятницу, субботу же бухают, или воскресенье же там. А тут понедельник. Давай в карты сыграем, давай. Играем в карты, и он вечером шел пьяный. Да ну нафиг, думаешь, что за фигня? Потом я понял, что это бесполезно, конечно. Карты без карты он пил потом. Ну это попозже, через год. Ну вот такая мистика была, представляешь? Страшно, знаешь, что было? 4-3 месяца. Короче, когда отец у меня такой, очень строгий. Но я как младший в семье, я еркелетіп өсірттім, и мне меньше всего попадало, короче, дома. И как бы, в отличие от двух старших братьев моих. А когда я в 6 классе перешел в новую школу, у меня первый тройбан был за четверть по алгебре, короче. И я тогда первый раз в жизни, я заплакал, короче. Я никогда в школе в жизни за оценки не плакал, у меня всегда 4, 5 там. Но когда я закайфовал, короче, в новой школе, там, типа, продвинутая школа, молодежь, там уже в 6 классе, там, в 5-6 классе, там, уже встречались, мы называли это гонять, короче. Ты с кем гоняешь? Я там с Сауле гоняю, а ты, я стой, короче, такая тема. И вот с этих пор, короче, все, тройбан, короче, я думаю, все, жопа, короче. Я понимаю, что будет жопа, короче, родительское собрание, все. Я трясусь, я домой прихожу, говорю, знаешь, бывает же такое, Андрей, вот, тебе сложно признаться в каком-то поступке, в преступлении, короче. Для меня это тоже преступление было, знаешь. Я прихожу маме, говорю, мама, осындай. А мама такая, что-то учуяла, короче, что-то поняла, говорит, что халай там, ертең папаң собрание говорить не ватыр, как у тебя там все нормально? Я говорю такой, там, не знаю. Он говорит, мен бармайм, папаң өзі барсын. Я говорю, сен барш, өзің барш, потому что, я знаю, что если пахан, то все, это капец. И все, вечер, короче, знаешь, родительское собрание, и я сижу, короче, уже думаю, секунды, минуты, тут каждая секунда, она там, знаешь, и типа дверь открывается, и такой, Мақсат, нахуй, и я такой, дрожь, все, я иду, и все, короче, началось. Меня жестко во всем ограничили. И вот с тех пор у меня вот этот страх, короче, родительского собрания. До этого вообще у меня не было. Я там смело, кто хотите, как хотите. Потом, эти тройбаны, короче, я не исправлял. Просил братана, короче, сходить на собрание. Он как-то там пытался защищать. Потом мама. Потом я, знаешь, что начал делать? Потом начали прогуливать, короче, уроки, хлять. Это каждый день было у меня. Это да, а моя классная руководительница Гульжан Слеевна, она была женой папиного друга, тоже врача. И для меня, и в школе директрисой была папамның келіні, да? И это, типа, прикинь, какой позор, если я там прогуляю, либо тройбан получу, это же капец по авторитету, по хановскому, короче. Потом я научился, знаешь, что делать? Короче, тройбаны были. Вот этот страх у меня начался от родительских собраний. Это жуткий страх, короче. Это какое-то преступление. Это как будто вот ты едешь там, я не знаю, что-то совершил, и тебе звонят там с РОВД, там, ты едешь туда, там, ты понимаешь, что тебе там влетит. Потом начался период, когда начал уроки прогуливать. Тогда я, знаешь, что придумал, короче, чтобы классуха не звонила. Телефон отключался? Нет, отключала месяц. А отключал это одно. А вот эти вот, есть же тратн... вот эти маленькие штучки. Маленькие, да. Ты их выдергивал. Выдергивал, потом пахан увидел такой разчик, я думаю, что-то надо еще придумать. Я взял, короче, вот эти контакты же есть, бумажечку.
ну, как бы, блядь, вроде там ничего не выдернуто, но телефон не работает, и это там, типа, знаешь, до 10, потому что там до 9, после 9-10 там звондамайды ғой үйге. И вот это вот страх, знаешь, я вот, блин. А ты прогуливал, что делал? Да, бля, просто там гуляли да, с пацанами. Просто гуляли 2 месяца за не ходил школой. в школу, 2 месяца. Ты прикинь? Ты прогуливал сколько, 3 дня? Да нет, там несколько уроков, знаешь. 2 там месяца я не ходил в школу. 2 дня. Интересно, Рустем, почему? Да. Я вообще, у меня был гениальный план. Я вот до сих пор у меня вот этот, я У меня мама вспомнил уходила весь на страх. работу, ну, условно, в 8:15. А нет, в 7:15 там, условно. В 8 в школу. Я говорил, через 15 минут я пойду. Мама уходила, я дверь закрывал, дальше спал, короче. Вставал, там, видеокассету смотрел, потому что тогда света же не было. Свет давали днем, там, на 5 часов. А мне посмотреть кино, это для меня, ё-моё, как так, я должен посмотреть фильм. И вот так я месяц прошел, 2-й месяц пошел, 2-й месяц пошел. И в один прекрасный день учительница увидела мою тетю, которая тоже работает в школе, но в другой школе. И говорит, что там, Рустем заболел, да? Говорит, нет. А что с чего? Говорит, его 2 месяца не было в школе. Как не было 2 месяца школы? Не было. И тут я понимаю, что маме передали. А у нас такой был замок, короче. Изнутри можно так кнопку делаешь, еще с той стороны она не открывается. С ключом, без ключа, неважно. То есть я вижу такого... С тех пор я жил один. Нет, я вижу, что мама, вот, знаешь, на 10-й скорости идет домой. Такой, знаете, и сзади папа идет издалека, типа замазывается за меня, наверное, я не знаю. И идут, и дверь. Рустем? Еще такие звонки раньше, помните, у нас было? Такое раздражающее, уже жуть новый. Жуткие звонки такие. Я думаю, что делать, ё-моё. Я, короче, иду в спальню, там вот, где постельное белье, вот это все ложит, и я его так все вытаскиваю, туда вглубь ухожу, и вот так затаскиваю, перекрываюсь, что, ну, чтобы не нашли. То есть максимум, что делаешь, раз смотришь, никого нет, а я с той стороны. 6-7 класс. Ничего страшного, пахан топором рубит двери. Топором рубит дверь? Да, ну у соседей берет. Это же Вы надо пахан Джек Николсон? Топормен шығатын чувактан алған ба? Я, например, соседерден алып. Ну, дверь не открывается. Ну да. Я не открываю, я не знаю, почему я такой принципиальный. Я знаю, что там смерть. Я не знаю. Вдруг они подумали, что с тобой что-то случилось. Да, они думают, что, наверное, меня дома нет, ну, замок заклинил, наверное. Я слышу, я думаю, все, каждый этот звук, это же копеечка. Приближает тебя к смерти. Я уже думал, все, это страшно, все страшнее и страшнее. Все, они взломали дверь, заходит мама, начинает искать. Папа говорит, да нету его дома, ты что делаешь? Ол үйде. Она говорит, когда она возвращалась, и я, короче, как бы выглядывал через окно, знаешь, и она, походу, увидела меня. И думаю, точно он дома, короче. И начинает искать там, ищет тот. Да нету его, папа ходит сзади. Нет, он где-то здесь. И вот этот тарпан ашат, қоят, ешкім жоқ. Ашат, қоят, ешкім жоқ. И в каком-то моменте говорит мама, көтерші на төсекті. И он поднимает. Салам алейкум. Примерно. Так и было. Это был пранк. Добрый вечер. Короче, меня мама берет. Вину признаю, базару нет. Я расходы беру на себя. Расходы беру на себя. Есть причина. Подождите. Есть причина. Буду разговаривать только со своим адвокатом. И мама что говорит? Короче, бери его и иди в школу, короче. Учись. Нет. Ты должен привести в школу, всему классу сказать, что я прогуливал. Короче, моральное давление, ой, что там еще может быть. Все, пахан берет меня, зима, мы идем. Сумка у меня сзади. Всю дорогу планирую, как сбежать от папы. Доходим до светофора, я эту сумку кидаю вправо. Я же пахана знаю, что он не миллиарды зарабатывает, он пойдет за этой сумкой. Я кидаю вправо сумку и сам бегу влево. Он понимает, что я побежал, бежит за сумкой, все правильно спланировал. Ахражок, 90-е. Он берет эту сумку и за мной бежит. Я в компьютерный клуб за дверь, он там ищет, короче, убежал. Потом 2 недели не ходил домой. А где у друзей, ну у кого там, у друзей, там скажешь. Что, они тебя не искали даже? Искали, они искали, а потом поняли, что я где-то у друзей.
Ну, то есть смысла нет. Ну, то есть они тоже боятся, что И там, чё, а не как ты знаю. потом пришел, тебе еще Простили? вдвойне, наверное, Не-не, попало? 100%, да. А ты Простили. все это время ходил в время, школу время. или так же у друзей тусовался? Конечно, не ходил. Я чё? Потом такая ситуация была. Блин, Хашкет, мысль. Ты меня сбил только что. Что-то. У друзей, конечно, вы не ходили в школу. Нет, Компьютерный клуб. нет. Батя бежал. Батя. Вот. Еще, когда меня второй раз родители простили. У каждого во дворе есть бзук балабарой. У нас был Игорь деген бір бала болды. Балан кличка. Такой толстенький был баллон. Мой прям сосед. И он, короче, мы где-то в 6-7 классе. Он говорит, поехали за черешней. Такая черешня красная. Ему что там, у меня Кении досым бар, екеуміз кеттік. Куда здесь? В Ташкент? Не, здесь В пешком, Ташкент, здесь ну. рядом, дейді, да. Мгм. Все, братан, давай. И он нам истории рассказывает, он старше нас. Мы идем долго. Что там, Игорь? Вот, чуть-чуть осталось, там, пешком, долго. Дошли до куда-то. Какое-то там маленькое здание. Он такой говорит, ребят, спасибо, что меня проводили. Черешни нет. И уходит. Хороший ход, на самом деле. И мы остаемся, смотрим. Думаем, лошары с тобой. И все, и возвращаемся, долго возвращаемся домой. Родители нам по шее дают туда-сюда. И он второй раз идет. Муж добрый, он досы бала екеміз, Данияр екеміз добрый. Он говорит, пойдемте за рыбой. Мы говорим, не-не-не. Я тебе клянусь, вот такая рыба, ой, баяға. И мы такие, ну пойдем. Только уже на автобусға отырып, кәдімгідей ана Красный камень деген жерге барамыз, короче. Приезжаем. Там, короче, речка небольшая. И типа, знаешь, не удочкой ловим, а он типа в воде так копается, ходит, что-то там руками, что-то там мутит. И там вот такие пескари, османчики, знаешь, такая выкидывает там, короче. Там вот такую рыбу надо фантазировать, чтобы она вот такая была. Время уже 6 часов, уже 7 часов, уже все, уже капец, короче. И у него дача рядом есть. Бар, дача, Гавар, Караратский, Жуктар, Тазлат, короче, опять кинул нас. Но время уже час ночи. Ты понимаешь, да? 6-5 класс. Мама уже со мной попрощалась с папой. Все, украли ой нас. И мы пешком идем домой. Опять вдвоем, там еще пару щеглов есть. Какие мы щеглы. И домой. Прихожу домой и думаю, все, пахан с мамой. Там, я не знаю, что со мной сделать. Ну, уже смысла нет. Уже тук-тук, дверь открываю. У меня там тетя была, Игуля, она открывает. Говорит, заходи. Где был? На рыбалке был. Где был? На рыбалке был. Какая рыбалка? Тебе весь город ищет. Ты что, мама уже попрощалась? Короче, как Джун, Шишин, Жат, молись. Ты идешь, ложись и молись реально. Думаешь, Алла, лишь бы мне не убили родители. Қазақша Да, сөйлесің. да. Еще, Тут приходит. еще вот такой же момент, типа, когда родители говорят, біз сені милицияға берейін деп жатырмыз деген фраза, это же капец тоже. Черный списоктасың деген. Милицияға береміз деген кезде, о, И тут, блядь, да, начинается. приезжает мама с папой, дверь открывается, такие чик-чик, заходят. И знаешь, такая тишина, знаешь, они заходят и смотрят на меня. И я чувствую, что они смотрят на меня, но я делаю вид, что я сплю. А перед тем, как они зашли, они говорят, что, ұйықтаватыр ма, ұйықтаватыр. Қайда болды? Білмеймін, айтты рыбалкада. Қайдағы рыбалка, ёп твою мать, там вот кипиш в коридоре, понимаешь, сейчас. Пахан говорит, жарайды, рыбалкада болған, сен жапшаусың, хаватыр, короче. Все так подходит, ты чувствуешь эту тень, да, перекрывает твое тело, бля. Ты лежишь. Жарайды, болды, пахан. Қалай болды? Жарайды, ничего страшного, келді ғой, главное. Ол просто мама плачет. Папа, болды, келді ғой, да, болды. И приходит, 2 поцелуя делает, ты говоришь, слеза только пошла. До этого ты не плакал. Ты говоришь, голос, о, спасибо, тебя никто не тронул. Они поцеловали, тебя никто ничего не ругал. Но утром, на утро чуть-чуть. Все равно попало, да? Да, там мама, кстати, утром, да. Там она, и там чуть-чуть, там, ты что, на Игоря все скидываешь. Да, это Игорь, действительно. В такие моменты ты реально в чудо веришь какой-то, вот это оттягиваешь, да, что типа до утра бы дотерпеть, может быть, они передумают, какой не передумают, да, еще хуже, бля, тебе. А у меня есть еще одноклассник, Мир его зовут. Мир, если ты видишь, я сейчас эту историю расскажу.
там же всегда накидываешь в детстве, что ты капец каратист или еще что-то. А я на то время ходил на карате. Дядька боксер. Да. Пахана ударил, Жан-Клод Ван Дамма ударил, никого не боится, вот эта тема. И ты идешь такой в школу, и он такой рядом идет, и там у тебя рука, знаешь, чуть-чуть, я не знаю даже, что с ней случилось, может, я упал, я не знаю, может, там, что-то случилось с рукой, как будто я там, я не знаю, в стену бил, знаешь, там, кровь такие, шишавая вся так. Қолына не болды? Такой, Кореяға бар екен ғой, чемпионат мира. На шару накидывали. Там же, это же нормальное явление тогда было. Он говорит, а что там? Чемпионат мира, то все, первое место. Как у нас это называют? Квадрат сейчас, да? Накидываешь кому-то, потом издеваешься, смотришь. Но я же не знал, что он пойдет это скажет. Классная руководительница. У меня не было. Я не думал, что он скажет. Все, я пошел, то все, накидал, довольный. Пусть он думает, что я мощный. Домой на следующий день прихожу, Гарано, директор, журналисты. Хипиш қой школда. Ты думаешь, боже, что ты сделал, Мир? Молодец, а что, неге айтпайсың? Неге айтпайсың, что ты сондайсың? Мықты екенсің ғой, сен Кореяға бар келген. Теперь иди скажи, что нет. И ты, у тебя паника, у тебя все, ничего не разговариваешь, ноги, ничего не двигаются. Не знаешь, что сказать. Молодец, біз молодец, сендер мне топасыңдар, ты нет, вдвойне тебе еще класс ненавидит. И все, и ты такой сидишь, апаймен ветер қалды, артықайын. Кипш, родитель, сіздің балаңыз өтірікші, туда-сюда. Потом я говорю, сейчас самое страшное, вот там же, например, в школу дети ходят же, и там же показывают видео, типа, с моим ребенком очень плохо поговорили, да? Есть такой учитель, Кайрат его зовут, Кайрат ага, мои одноклассники, это не соврут, короче, одним словом. Он собирал нас, то есть Азамат был, Еркин был Тюмбаев, я был, там еще 4 человека, короче. Он учитель казахского языка, казах тілін. Он так вставал и говорил, так, Дүйсенбеков, шық мында. А там Азамат, Еркин, Азамат, короче, боксер такой, да, там вся школа его уважает, там, Еркин там борец такой, мощный, да, там. И он их, а он знает, что они плохо учатся. Он их поднимает, говорит, давай, баста. И тот такой, Абай Құнанбаев, ғылым таппай өлең сияқтайды. Қалай? Өлең сияқтайды. И он должен типа ғылым таппай. Но он брутальный, братан, он не будет петь. Ты че, он брутальный, он боксер. Западло это для него. Или Көзімнің қарасы ты должен спеть. И он встает и в грудак со всей дурой кулаком. Да! Прям в грудь пробивает. Вот так вот. Он до сих пор работает, кстати, где-то директором, что ли, или заучем. По воспитательной части, Я наверное. никогда в жизни не опаздывал на его урок. Никогда. Никто не опаздывал. Казах тілі. Понимаешь? Әдебиет и казах тілі он преподавал, ты понимаешь? Понимаешь, вот в чем мозг ломает? Ладно, если физру. Шеше сен бақыттысың жыламағың ғой. Да. Ты представляешь, ты понимаешь, что через минуту урок, там первые 5 минут, 10-15 минут, уже третий урок, ты бежишь, все бегут, эти авторитеты бегут, знаешь, все боятся его. И приходит, и он так, бум, заходит, тишина в классе. Все, бух, становятся. Я помню, 80 градусов вправо, руки вот так, я никогда не забуду. Смотрим все вправо, короче, как армия. Короче. Почему вот так? Я не знаю, это его прикол, извращенец. Я не знаю, в чем прикол. У нас тоже была по казахскому языку Майрапай. Она как делала? Короче, мы вначале гимн пели, это традиция, короче. Ага. И потом за каждое русское слово она ставила кол, короче. Просто единичку ставит, но единичку какая ставит? Просто черточку, вот так. Единичка как начинается? Маленькая, да? Если что, на четверку переправить. Да, и вот в конце четверти ей там казы заносили, там еще что-то кто-то делал. И вот так вот, типа, блядь, она на четверку исправляет. А он, вот мы становимся, он садится уже, у него здесь 4-5 мела, ключи, моток ключей. Вот это снимает, ключ каждый. И когда он берет ручку, открывает журнал, слава богу, чуть ниже. И начинает. Че?
Қандай әріптен бастаймыз? Все, у всех, вся жизнь перед глазами. Только отличники там на старте, а он у них не спрашивает, он вообще у них не спрашивает ничего. Он говорит, что, алфавиттің басынан бастайын ба? Все думают, Или Дүйсенбековтан бастайын ба? Сразу к нему уходит. Да. И ты уже понимаешь, да, он не поднимает глаза вообще, он отпустил глаза, все, он труп, уже моральный труп. Тур, Дүйсенбеков, он выходит, давай, баста, гимн, тот. И не знает, да, жарылған, намыстан, там чуть-чуть, или сразу в припев уходит, еркінді қыраны. Такой голос, знаешь, как будто... Он такой, ага, ясно. Этот ключ берет и запускает куда-то, кто сзади сидит. Тангр! Алкель-кельте. Фу-тук-тук-тук-тук. Неге сөйлейсің. Короче, он такой тиран. И он всех бил в грудь. И один раз у нас один Тюмбаев, Иркин, прости, брат, я расскажу, он заплакал. То есть этот авторитет, это мужик, ему сколько, 35 лет. Почему нельзя было тогда просто вот так собраться и написать заявление? Ты что, это же авторитет школы. Это западло, ты что? Да там никто не мог тогда рассказать. У нас так же было в интернете? А девчонок он, короче, не бил, он заставлял делать отжимания. Отжимания не на полу, а на парте. Короче, на парте. Да, извращенец, ты там фигаришь. И что, он сейчас директор, типа? Он директор 18-й школы или заучим стал. Сейчас я не знаю, где он. Тогда было так. Там, какая мистика? Да, вот она мистика. Или что там? Страшная история. Он избивал нас, и когда мне говорит, типа, вчера учительница наорала на вашего сына. Я говорю, господи, наорала? Но прикинь, но дома он вообще, типа, жену боится. Да, возможно. 100%, да, обычно такие люди. Ладно. Да. Жигтер, да. У нас историй много, брат. Да, я понял, братан. Мне становится смешно, и вообще смысл этого подкаста улетел. И вон уже часа 2 назад. Но в целом очень круто. Было прикольно, что мы привели и мистику, и смешные истории, и то, что реально страшная история, что происходит в Казахстане. Я надеюсь, что все эти проблемы наши решатся, и все будет хорошо. Ближайшие 40 лет. Иншалла, да, хотя бы. Да, бүгінгі біздің айтқан историяларымызды страшный деп қабылдаңыздар енді. Басқа айта алмадық енді. Рус, у нас есть небольшая такая традиция. Вы каждый по минуте спича можете вот на камеру сказать по очереди, что вы хотите сказать вообще обществу. Тем более, Рус, ты первый раз на подкасте. Пожалуйста, на ту камеру. Я хочу сказать, что надо чаще ходить на подкаст. Калдику только. Потому что здесь все легко, никто тебя не грузит. И очень классная атмосфера, на самом деле. Я просто серьезно, я не люблю подкасты, сидеть, там какие-то умные вещи. Вообще охота, чтобы подкаст был такой, знаешь, самые смешные истории. Или я не знаю, разные истории, да, просто болтать. И в то же время сразу поднимать наши острые темы, связывать их и дальше как бы. Мы этих коррупционеров не можем как бы всех успокоить, может быть, хотя бы пристыдить их. Может, они увидят, скажут, натуре мен сондаймын ғой. Папа, сен сондайсың ғой, ондаймын не істеймін. Бірақ ана кішкентай машина кім алып береді онда саған? Сол, все, что я еще хочу сказать. Все, кто посмотрит подкаст, всем рахмет, что подписались на этот YouTube-канал, деген реклама кежила. И да, и самое главное, Дастер, я думаю, что будет очень круто. Вы сделаете какой-нибудь... Это же впервые, да, хоррор или нет? У нас был хоррор. Не, у нас были, но... Вот это впервые хоррор, который заработает 1,5 миллиарда тенге. Аминь. Так нормально, да? Да, это круто. Да, это и будет... смотрите сериал «Мошенники» на Кинопоиске. Да, спасибо. Планка 1,5 кетіп қалған ба уже? Не, миллиард же был, 1,5 болсын, да, там 750 миллионов, смотри, касса забирает, кинотеатр, деп, опять обида на это, налоговая еще, оларға не қалады, 300 миллион ғана қалады, 300 миллион қалады. Макс, сіз? Во-первых, хочу пожелать, хочу, чтобы все подписчики этого канала, и не только подписчики, все, кто посмотрит этот подкаст, этот выпуск, обязательно сходили на фильм «Дастер». Я думаю, что нужно ребят поддержать, потому что это очень такой экспериментальный жанр в нашей стране, в индустрии. Впервые вот ребята... на самом деле нужна огромная смелость, чтобы снять именно
в жанре хоррор. Фильм «Жұғысты болсын» барлықтарымызға. Пусть, возможно, это будет началом истории нового жанра. Вот, может быть, если он залетит на миллиард, да, я думаю, что в следующем году очень много хорроров. Все эти, да, хорроры, да, заменят комедии. Вот, а как бы вам я хочу всем людям пожелать, чтобы вы стали чуточку добрее. Каждый день работайте над тем, чтобы стать добрее, потому что я замечаю очень много в последнее время злых людей, на кого-то обиженных, и как бы, ну, хочу, чтобы мы работали над собой, никого не осуждали, и вот тогда я думаю, что это будет залогом и фундаментом здоровой, перспективной страны. Здесь как бы... Еще раз повторюсь, что пусть это будет банально звучать, но каждый должен начать сам с себя, и вот это очень важно знать, поэтому хочу пожелать, чтобы все стали добрее с каждым днем, все добрее и добрее, побольше улыбайтесь, не забывайте про родителей, да. Так вообще тойға қанша қашасың, сев қойып. Да, друзья, спасибо большое, Рус, братан. Макс, мы сейчас помолимся. Құрметті достар. Бізге рекомендацияға шықсыншы, пожалуйста. Құрметті достар, трендқа шықсын, трендқа. Бізбен бірге бүгін болған қонақта Макс Мамраимов, Рус Омаров. Я тоже наговорил о своем бате, что-то в негативном ключе. Я хочу сказать, мам, папа, Ардах, у меня было самое счастливое детство из всех, которое могло быть. Да нет, 100%. Папа, я тебя люблю. Все равно. С 28 декабря во всех кинотеатрах Казахстана наш фильм «Дастур». Мы обязательно пригласим вас на закрытый показ. Я не приду, сразу говорю, потому что я хочу пойти и лучше билет куплю, что деньги. О, сондай. Қалай, не деген. Рахмет, жігіттер, сау болыңыздар. Сөйлеуді білесіз ғой енді. Білесіз ғой сөйлеуді. Акиматты істеймін да, брат.